Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. В многочисленных популярных книгах, путеводителях, буклетах и экскурсионных текстах о Бахчисарайском ханском дворце можно встретить различные даты основания Бахчисарая. Это и конец 15 века, и 1503, и 1519 год. Точку в этой путанице ставит ясное свидетельство османского автора Нидаи, известного также под прозванием Рамал-Ходжа. Он служил при дворе Сахиба Герая и оставил описание того, как этот хан основал Бахчисарай. Рамал-Ходжа писал: «Он приказал построить райский дворец посреди сада, который птицы наполняли восторженным пением. Хан повелел построить достойное жилище, которое напоминало о рае. Около дворца хан приказал построить великолепную мечеть. Все приходили любоваться ею. А рядом с мечетью была построена баня, которая стала вскоре повсюду известна. Напротив нее выросли большие дома. Уже через несколько месяцев здесь появился большой город. Он приказал построить дворцы, бани, крытые рынки и мечеть в Бахчисарае, чтобы это был город». Эти события происходили в 1532 году, сразу после того, как Сахиб Герай пришел к власти. Разумеется, Бахчисарай возник не на пустом месте, и до того в долине уже давно существовали другие, более древние поселения – Кырк-Ер, Салачик, Эскиюрт. Однако слава основателя Бахчисарая все же по праву принадлежит Сахибу Гераю. Итак, первыми зданиями, возведенными при строительстве Бахчисарайского дворца, были мечеть и баня. С них мы и начнем наше знакомство с постройками хансарая. Узнаваемый силуэт ханской мечети знаком каждому. Это величественное здание давно стало символом Бахчисарая, да, пожалуй, и всего Крыма. Но в эпоху Сахиба Герая она выглядела совсем иначе. Старые описания говорят о том, что она была покрыта куполом и имела лишь один минарет. Эти слова отчасти подтверждаются и зарисовкой, сделанной предположительно в первой половине 17 столетия. Минаретов мы здесь видим два, но кровля мечети действительно выполнена в форме куполов. Что же привело к таким существенным переменам во внешнем облике этой постройки? Над дверями в северной стене, которые в прошлом считались главным входом в мечеть, помещена надпись. Она гласит: «Хаджи Селим хан, да помилует Аллах сего праведного мужа, был лучшим из ханов. Сколько ни расцвело роз в родном его цветнике». Здесь подразумеваются сыновья Хаджи Селима Герая, 6 из которых впоследствии занимали ханский престол. Все они, в свою очередь, украшали владетельный дом.
когда новая роза этого цветника, Селямет Герай, сделался крымским ханом, тогда, по милости Аллаха, пришла на ум следующая полная хронограмма. Селямет Герай построил эту великолепную мечеть. Год 1153, то есть 1740. Иными словами, мечеть Сахиба Герая была практически заново отстроена в XVIII веке Селяметом II Гераем. В 1736 году Бахчисарайский дворец был сожжен прорвавшимися в Крым российскими войсками и затем на протяжении многих лет восстанавливался крымскими ханами. Селямет II Герай был первым из них, на кого лег этот труд. Его имя до сих пор можно прочесть в памятных надписях над дворцовыми постройками, которые он поднял из руин. Рядом с плитою Селямета Герая можно видеть еще одну надпись, очень короткую, буквально в 2 слова. Ремонт 1176 года, то есть 1763. Та же дата начертана и на западной стене мечети. Происшедшее в тот год событие поясняется рядом в каллиграфической композиции, напоминающей Туглу. На сей раз событие было мирное. Надпись говорит: «Да будет благословен ремонт Кырыма Герая». Хан Кырым Герай, запомнившийся современникам как покровитель искусств и человек с незаурядным художественным вкусом, в 1760-х годах повелел заново украсить возрожденный его предшественниками хан-сарай. Стены и комнаты дворца были искусно расписаны лучшими придворными мастерами. Из их числа нам известен мастер Умер, подписавший собственное имя под своими работами на этих стенах. По-видимому, Кырым Герай решил полностью обновить художественный стиль оформления дворца. Об этом говорят росписи на дверях и окнах ханской мечети. Слои штукатурки с росписями разного времени служат своего рода летописью художественных веяний XVIII века. Например, эти строгие серо-черные полосы были нанесены на стены при Селямете II Герае, а весьма отличающиеся от них цветочные узоры с оранжевыми линиями при Кырыме Герае 20 с лишним лет спустя. В его правлении на западной стене мечети и появились каллиграфические росписи. Помимо упоминания о ремонте дворца ханом, это цитаты из Корана, которые говорят о том, что восстановление мечети есть дело, угодное Аллаху. Или восклицание «О милосердный», «О правосудный», «О великодушный», обращенные к Всевышнему. Росписи выполнены с большим мастерством, и их буквы зеркально отражены в левой части фигурных картушей. Вероятно, тогда же были обновлены и минареты ханской мечети с винтовыми лестницами внутри каждого из них. Взору муэдзина, что выходил на балкончик минарета созывать верующих в мечеть, открывался широкий вид на дворец и на город. Минареты построены исключительно крепко, и если один из них все же однажды падал во время страшной бури в середине XIX века и затем восстанавливался, то второй выдержал все ветра и землетрясения и стоит непоколебимо как минимум 2,5 века. В советское время молитвы в ханской мечети надолго прекратились, и в здании расположился археологический отдел музея. Но в 90-х годах слова эзана снова зазвучали над Бахчисараем в точности, как в ханские времена. Внутреннее убранство мечети отличалось не меньшей изысканностью, чем ее наружное оформление. Можно часами рассматривать михрабную нишу, где свет и тени сами рисуют сложный орнамент на гранях резьбы в окружении цветов, листьев и гранатовых плодов. С высокого потолка свисают светильники, широкие деревянные рамы, на которые прежде ставились стеканные плошки с маслом и фитилями.
Колонны поддерживают полы верхнего яруса с выдающимися вперед балкончиками. Здесь, наверху, обычно занимали свои места женщины. А с правой стороны верхнего яруса, у самого михраба, расположена максура, то есть застекленная ложа, в которой во время намаза находился сам хан. Известно, что в XIX веке в этой мечети, помимо общих намазов, проходили также и молитвенные собрания дервишей. После того, как общий намаз заканчивался, дервиши рассаживались в круг и, нараспев в ускоряющемся темпе, начинали свои молитвенные песнопения. Это зрелище всегда привлекало внимание гостей-иностранцев, и их по отдельной лестнице снаружи заводили сюда, в максуру, чтобы те могли наблюдать за дервишами и в то же время не мешать их сосредоточенности. Ханская ложа выглядит роскошно, как и подобает месту, предназначенному для правителя. Ее украшают узорные потолки, богатые стенные росписи, глазурованная плитка на стенах. Подобная плитка с ручной росписью, изготавливавшаяся в турецком городе Изник, в прошлом украшала многие помещения ханского дворца, а на сегодняшний день сохранилась только в ханской ложе. Сейчас здесь можно увидеть выставку старинных книг из коллекции Бахчисарайского заповедника. Известно, что в старину при мечети была своя библиотека. В 1736 году она тоже сильно пострадала от пожара, и Селямет II Герай занимался восстановлением не только стен и крыш, но и книжного собрания хан-сарая. В этом ему помогал османский султан Махмуд II, который присылал в Бахчисарай книги для разоренной библиотеки. В этой ложе прежде, как великая реликвия, хранился Коран, принадлежавший хану Хаджи Селиму Гераю. Возможно, именно эта самая книга и значится в списке утрат музея в годы Второй мировой войны, где говорится об исчезнувшем пергаментном Коране XVII века стоимостью в 200 тысяч рублей золота. В южной стене ханской мечети устроены витражные окна с цветными стеклами. Они тоже украшены надписями, в основном краткими цитатами из священного писания мусульман. В центральном, круглом окне, над самым михрабом, надпись еще лаконичнее и состоит из единственного слова «Машалла», то есть «превосходно», «великолепно». То же самое слово начертано и на западной стене мечети, выше всех прочих надписей. Арабские буквы рядом с ханскими тамгами тоже повторяют «Машалла». В этой строке мне слышится возглас Карыма Герая, который, отремонтировав и богато украсив творение своих знаменитых предшественников, взглянул на него еще раз со стороны, как художник, осматривающий завершенную картину, и не смог сдержать своего восторга. Бахчисарайский ханский дворец, этот уникальный памятник, действительно великолепен и воистину достоин восхищения. И я уверен, что каждый, кто пожелает познакомиться с ним поближе, от души присоединится к этому восклицанию. Машалла!